Добрый день, ребята! Итак, 8 класс, урок русского языка и литературы, параграф номер 48 «Исчезнувший мир». И урок начинается с эпиграфа. «Как это страшно, умирание рода! Всех поголовно, всех до одного, когда опустошенная природа уже не в силах сделать ничего». Островский. Итак, задание. Сегодня на уроке вы узнаете, кто такие археоптериксы и что означает слово «мамонт». Научитесь различать неопределенно личные и обобщенно личные предложения, употреблять их в устной и письменной речи. Итак, прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? Раскрывает ли эпиграф тему урока? Эпиграф выражает глубокую тревогу о разрушении и угасании, о том, как исчезновение одного рода или поколения влечет за собой необратимые потери. Он подчеркивает бессилие природы, бессилие природы противостоять этому процессу. Так, эпиграф раскрывает тему урока, задавая тон и ключевую проблему для обсуждения. Это может быть размышление о взаимосвязи человека и природы, о смысле существования и последствиях человеческой деятельности. Итак, упражнение номер 1. Прочитайте. Найдите односоставные предложения с глаголом. Главным членом сказуемым укажите, в каких формах употреблены в этих предложениях глаголы сказуемые. Найдем в данных предложениях односоставные предложения с главным членом сказуемым, а также укажем формы глаголов. Итак, односоставные предложения с глаголом сказуемым, их находят в разных уголках земного шара. Форма третье лицо множественного числа настоящего времени. Динозаврами называют сухопутных ящеров. Форма третье лицо множественного числа настоящего времени. Давайте сначала. Кости динозавров за миллионы лет превратились в окаменелости. Это двусоставное предложение, так как есть подлежащие кости динозавров и сказуемые превратились. Их находят в разных уголках земного шара. Это односоставное предложение, главный член сказуемое находят. Глагол употреблен в форме третьего лица множественного числа настоящего времени. Все динозавры жили на суше. Это двусоставное предложение, так как есть подлежащее, все динозавры и сказуемые жили. Дальше динозаврами называют сухопутных ящеров. Это односоставные предложения, главный член сказуемое называют. Глагол употреблен в форме третьего лица множественного числа настоящего времени. Итак, задание было здесь найти односоставные предложения с главным членом сказуемым. Это у нас, как я сказала в начале, их находят на разных уголках земного шара, и динозаврами называют сухопутных ящеров. Так, следующее правило. Неопределенно личные предложения – это односоставные предложения без подлежащего. Глагол сказуемого в определенно личных предложениях имеет форму третьего лица настоящего, прошедшего и будущего времени, множественного числа. В новом микрорайоне строят или построили, или будут строить спортивную площадку. Так, упражнение номер 2. Прочитайте примеры неопределенно личных предложений. Можно ли назвать действующее лицо и важно ли это знать? Спешите, подчеркивая грамматическую основу предложения и указывая форму глаголов. То есть все знаете, что грамматическая основа – это у нас подлежащее и сказуемое, да? Грамматическая основа предложения. Итак,
Перелетным птицам. Так, неопределенно личные предложения имеют глагол сказуемое в форме третьего лица множественного числа или множественного числа прошедшего времени. При этом действующее лицо не называется, так как оно не имеет значения для содержания высказывания. Итак, перелетным птицам одевают на лапки кольца. Грамматическая основа. Одевают. Форма глагола третье лицо множественного числа настоящего времени. Действующее лицо назвать нельзя, оно неопределенное. Итак, потом их опускают, и они летят куда положено. Грамматическая основа опускают. Форма глагола третье лицо множественного числа настоящего времени. Действующее лицо не определено, уточнять его не важно. Там, где-нибудь в Новой Гвинее их ловят и таким образом узнают воздушные пути птиц. Так, грамматическая основа ловят, узнают. Форма глагола третьего лица множественного числа настоящего времени. Действующее лицо не определено. Так, теперь зубров не только охраняют, но и разводят. Грамматические основы охраняют, разводят. Форма глаголов третье лицо множественного числа настоящего времени. Действующее лицо неопределенное. Так, и следующее. На берегу разожгли костер, начали варить уху, затянули песню. Грамматическая основа разожгли, начали, затянули. Форма глаголов множественное число прошедшего времени. Действующее лицо не определено. Итак, изменяется ли при этом и каким образом смысл высказывания и почему? Так, Можно ли назвать действующее лицо? Нет, действующее лицо остается неопределенным, так как оно не указывается в предложении. И важно ли знать действующее лицо? В контексте указанных предложений это не важно, так как смысл высказывания сосредоточен на действии, а не на его исполнителе. Так. Следующее упражнение. Упражнение номер 3. Перестройте двусоставные предложения в неопределенно личные. Изменяется ли при этом и каким образом смысл высказывания и почему? Итак, продавцы торговали ранними овощами. Так, это у нас неопределенно личное предложение. Ранними овощами торговали. Так, изменение смысла, указание на конкретное действующее лицо, то есть продавцы, исчезает. Главное внимание сосредотачивается на действии торговли овощами. Допустим, в предложении «По вечерам родители читали нам увлекательные книги» можно переделать как «По вечерам нам читали увлекательные книги». Изменение смысла, упоминание конкретных исполнительных действий, то есть родителей, убирается, остается акцент на процессе чтения. На спортплощадке дети играют в теннис, бадминтон. Неопределенно личное предложение. На спортплощадке играют в теннис и бадминтон. Действие становится обобщенным, теряется конкретное указание на детей. За окном громко кричали дети. Так, неопределенно личное предложение будет. За окном громко кричали. Так, изменение смысла. Упоминание о том, что кричали именно дети, исчезает. Смысл становится более неопределенным. Строители быстро ликвидировали аварию.
аварию быстро ликвидировали. Акцент на то, кто выполнил действие, то есть строители исчезают, важным остается само действие, ликвидировали аварию. В нашей семье все любят читать. Смысл сильно обобщается, исчезает указание на семью, фокус переносится только на любовь к чтению. При постройке двусоставных предложений в неопределенно личные указание на конкретное действующее лицо исчезает. В центре внимания остается само действие, а не его исполнитель. Это изменяет смысл высказывания, делая его менее конкретным и более универсальным. Итак, правило. Обобщенно личные предложения указывают на обобщенное лицо. Им обычно является второе лицо. Действие в этих предложениях может быть отнесено к любому лицу, группе лиц, поэтому в форме таких предложений выступают чаще пословицы. Например, что посеешь, что и пожнешь. Так, упражнение номер 4. Упражнение номер 4. Прочитайте, укажите, какие это предложения и какой формой глагола выражены в них сказуемые. Спешите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Вспомните и напишите 3 пословицы со сказуемым глаголом в форме второго лица. Так, дело словом не заменишь. Тип предложения двусоставная. Форма глагола сказуемого второе лицо единственного числа будущего времени. Дело словом не заменишь. Так, нераздельно. После драки кулаками не машут. Тип предложения односоставная, обобщенно личная. Форма глагола сказуемого третье лицо множественного числа настоящего времени. Итак, после драки кулаками не машут, нераздельно. Так, умную голову почитают с молоду. Так, тип предложения двусоставная, форма глагола сказуемого третье лицо множественного числа настоящего времени. Правильно, так, умную голову почитают с молоду. Так, 4. Кончил дело, гуляй смело. Тип предложения двусоставное. Первое двусоставное плюс побудительное. Форма глагола сказуемых. Кончил прошедшее время единственное число мужского рода. Гуляй повелительное наклонение единственное число. Так, кончил дело, гуляй смело. И 5. Соловья баснями не кормят. Тип предложения односоставное, обобщенно личное. Форма глагола сказуемого. Третье лицо множественного числа настоящего времени. Правильный вариант. Соловья баснями не кормят. Так, нераздельно. Итак, 3 пословицы со сказуемым в форме второго лица. Что посеешь, что и пожнешь. Без труда не вытащишь рыбки из пруда. За 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Так, упражнение номер 5. Составьте диаграмму Венна. В центре пересечения кругов отметьте общие характеристики односоставных предложений. Итак, у нас даны определенно личные предложения, неопределенно личные предложения, обобщенно личные предложения. И нужно указать, что общего у данных предложений. Общие характеристики односоставных предложений. Итак, что же это? Это, во-первых, односоставность, имеет только один главный член, выражают действие, состояние или признак без указания подлежащего. Главный член чаще всего выражен глаголом. Так. Думаю, вот это все. То есть действие или подлежащее, действие или состояние происходит без подлежащего, имеет только сказуемое. Так, упражнение номер 6.
Прочитайте и объясните, к одному лицу или ко всем людям обращены данные высказывания. Как вы понимаете их смысл? Спешите, подчеркните основу предложения. Чем она выражена, какой формой? Итак, без труда не вытащишь рыбки из пруда. Обращение ко всем людям обобщенно. Смысл: ничего не дается без усилий, нужно трудиться, чтобы получить результат. Основа предложений: не вынешь. Так, выражено глаголом второе лицо единственного числа будущего времени. Так. По одежке встречают. По одежке встречают, по уму провожают. Обращено ко всем людям, обобщенно. Смысл: первое впечатление складывается по внешнему виду, но главное – ум и внутренние качества. Основа предложения: встречают, провожают. Выражено глаголами третьего лица множественное число настоящего времени. Так, следующее. С разбором выбирай друзей. Обращается к одному человеку. Совет, скорее всего. Друзей нужно выбирать внимательно, оценивая их поступки и характер. Основа предложения: выбирай. Выражено глаголом повелительное наклонение, единственное число. Так, цыплят по осени считают. Обращение ко всем людям обобщенно. Смысл: итоги действий нужно подводить только после завершения дела. Так, основа предложения: считают. Выражено глаголом третье лицо множественного числа настоящего времени. Пятое. Не презирай совета ничего, но прежде рассмотри его. Обращается к одному человеку. Совет. Возможно, смысл: нужно внимательно рассматривать свои советы, прежде чем принимать или отвергать их. Основа предложения: не презирай, рассмотри. Выражено глаголами повелительного наклонения, единственного числа. Так, шестое. От добра не ищут. Обращено ко всем людям обобщенно. Смысл: если человек уже имеет хорошее, не стоит искать лучшего, чтобы не потерять то, что есть. Основа предложения: не ищут. Выражено глаголом третьего лица множественного числа настоящего времени. Итак, следующее предложение. Упражнение номер 7. Прочитайте, что нового вы узнали из текста. Вы пишите 2-3 двусоставных предложения и преобразуйте их в неопределенно личные. Личные сделайте синтаксический разбор полученных предложений. Древние птицы, извиняюсь. Ученые считают археоптериксов самыми древними птицами. У них были крылья, а тела покрывали перья. Они, видимо, могли летать, но не так хорошо, как современные птицы. Возможно, они просто перелетали с одного места на другое, спасаясь от хищников или гоняясь за насекомыми. Археоптериксы, как многие динозавры, быстро бегали на длинных задних ногах. Вероятно, они жили на морских побережьях. Кормом им служили насекомые и мелкие рыбы, которые они ловили своими зубастыми челюстями. Итак, что нового вы узнали из текста? Археоптериксы считаются самыми древними птицами. У них были крылья и перья, но летали они хуже современных птиц. Эти древние птицы могли бегать быстро на задних ногах. Жили археоптериксы на морских побережьях, питаясь насекомыми и мелкими рыбами. Так, следующее. Вы пишите 2-3 двусоставных предложения и преобразуйте их в неопределенно личное. Итак, ученые считают археоптериксов самыми древними птицами.
Преобразуем. Археоптериксов считают самыми древними птицами. Считают сказуемое, глагол в форме третьего лица множественного числа настоящего времени. Археоптериксов дополнение, выраженное существительным в винительном падеже. Самыми древними птицами именная часть составного сказуемого выражена прилагательным в творительном падеже. Так, и следующее, второе предложение. Они, видимо, могли летать, но не так хорошо, как современные птицы. Так, преобразуем в неопределенное. Могли летать, но не так хорошо, как современные птицы. Могли летать. Составное глагольное сказуемое, выраженное модальным глаголом «могли» и инфинитив «летать». Не так хорошо, как современные птицы, это обстоятельство образа действия. Так, третье предложение. Кормом им служили насекомые и мелкие рыбы. Преобразуем. Кормом служили насекомые и мелкие рыбы. Так, служили сказуемое, выраженное глаголом в форме третьего лица множественного числа прошедшего времени. Кормом обстоятельства, выраженное существительным в творительном падеже. Насекомые и мелкие рыбы, подлежащие, выражено существительным в именительном падеже. Так, преобразование двухсоставных предложений в неопределенное личное приводит к тому, что действующее лицо опускается, а смысл акцентируется на самом действии. Итак, следующее задание, упражнение номер 8. Перед вами таблица «Вопросительные слова». Составьте вопросы к тексту, используя вопросительные слова в левой графе. Запишите полученные вопросительные предложения в правую колонку. Устно ответьте на них. Итак, предложение. Кто считается самыми древними птицами? Отвечаем, археоптериксы считаются самыми древними птицами. Какие? Какие особенности были у археоптериксов? У археоптериксов были крылья и перья, но летали они уже хуже современных птиц. Так что там, как археоптериксы передвигались по земле? Они быстро бегали на длинных задних ногах. Следующее. Где жили археоптериксы? Археоптериксы жили на морских побережьях. И пятый вопрос. Чем, да? Вопросительное предложение. Чем питались археоптериксы? Они питались насекомыми и мелкими рыбами, которых ловили своими зубами и челюстями. Так, хорошо. Следующее. Прочитайте, о чем вы узнали. Выделите в тексте известную и новую информацию. Среди всех вымерших животных мамонты – древние млекопитающие, семейство слоновых, на сегодняшний день изучены наиболее подробно. Однако точных сведений о периоде их существования и о том, какие места обитания они осваивали, у палеонтологов нет. Жители Сибири с древних времен откапывали кости этих огромных животных. Вероятно, благодаря этому мамонты и получили свое название. В некоторых сибирских языках сохранилось слово «мамут», что означает «живущий в земле». Скорее всего, люди на основании своих находок полагали, что мамонты обитали под толщей промерзшей земли. Ученые заинтересовались изучением мамонтов примерно в начале XX века. Именно тогда были найдены остатки, позволившие составить научное представление о внешнем виде, образе жизни и среде обитания гигантов. Мамонты вымерли приблизительно 11 тысяч лет назад. Причины их исчезновения с лица Земли не вполне ясны, но главная и бесспорная причина вымирания рода – глобальное изменение климата.
Итак, о чем текст? Текст рассказывает о мамонтах, древних млекопитающих семейства слоновых. В нем описывается, что известно о мамонтах, какие предположения делали древние люди, а также как ученые начали изучать этих животных и пришли к выводам о причинах их вымирания. Так, известная информация. Мамонты, вымершие млекопитающие семейства слоновых. Мамонты вымерли около 11 тысяч лет назад. Ученые начали изучать мамонтов в начале 20 века. Новая информация. Мамонты – самые изученные и вымершие животные. Точных данных о периоде их существования и местах обитания нет. Название мамонт связано со словом мамут, что в сибирских языках означает «живущий в земле». Люди верили, что мамонты жили под промерзшей землей. Главная причина вымирания мамонтов – глобальное изменение климата. Мамонты давно являются объектами интереса ученых, но их изучение началось в конце 20 века. Так. Название мамонтов и легенды о них связаны с находками и остатками в Сибири. Так. Следующее упражнение. Так, работа в группах. Первая колонка. Переведите слово «млекопитающее» на родной язык. Млекопитающее. Так, это животное, которое скармливает своих детенышей молоком. Что означают слова палеонтолог, палеонтология? Палеонтолог – ученый, изучающий ископаемые останки древних организмов. Палеонтология – наука, изучающая ископаемые остатки древних организмов, их строение, происхождение и развитие. Так, вы пишите из первого и второго абзаца по одному двусоставному предложению и преобразуйте их в неопределенные личные предложения. Так, двусоставное предложение. Жители Сибири с древних времен откапывали кости огромных животных. Так, преобразуем. С древних времен откапывали кости этих огромных животных. Двусоставное предложение. Ученые считают археоптериксов самыми древними птицами. Неопределенно лично считает археоптериксов самыми древними птицами. Составьте один тонкий и один толстый вопрос к первому и второму абзацам текста. Так, какое слово означает «живущий в земле»? Почему люди верили, что мамонты жили под землей? Колонка номер 2. В чем смысловая разница в словах «останки» и «остатки»? Останки – это части тела, кости или другие следы, оставшиеся от умершего организма. Остатки – это то, что осталось от чего-либо, не обязательно живого, например, остатки еды или предметов. Как по-другому названы в тексте мамонты? В тексте мамонты названы живущими в земле словом «мамут» в сибирских языках. Так, вы пишите из 3 и 4 абзацев по одному двусоставному предложению и преобразуйте их в неопределенно личные предложения. Ученые заинтересовались изучением мамонтов примерно в начале 20 века. Так, преобразуем. Изучение мамонтов заинтересовало примерно в начале 20 века. Мамонты вымерли приблизительно 11 тысяч лет назад. Вымирание мамонтов произошло приблизительно 11 тысяч лет назад. Так. Следующее. Передайте содержание текста «Древние птицы» одним предложением. Речевой тренинг. Итак, археоптериксы, древнейшие птицы, считали
сочетали черты динозавров и современных птиц, жили на морских побережьях, питались насекомыми и рыбами, но летали хуже современных птиц. Следующее. Представьте себе, что мамонты выжили. Какой была бы их жизнь на нашей планете? Если бы мамонты выжили, так их жизнь на планете, вероятно, зависела бы от усилий человека. Они могли бы стать объектом охраны, как современные слоны, жить в заповедниках и адаптироваться к современному климату. Возможно, их роль в экосистемах помогла бы сохранить баланс, особенно в холодных регионах. Так. Подготовьте лингвистический рассказ о неопределенно личных и обобщенно личных предложениях. Так. Неопределенно личные предложения – это односоставные предложения, в которых действие совершается кем-то, но конкретное лицо не называется. Они часто употребляются для выражения обобщения или ситуации, где исполнитель действия не важен. Сказуемое в таких предложениях обычно стоит в форме третьего лица множественного числа настоящего или прошедшего времени. Например, на улице рисуют граффити. Так, обобщенно личные предложения – это такое односоставное предложение, в которых действия относятся к любому человеку или всем людям сразу. Они используются для выражения пословиц, правил или обобщения. Сказуемые часто всего употребляются в форме второго лица единственного числа. Например, без труда не вытащишь рыбки из пруда. И последнее, составьте синквейн к слову мамонт. Мамонт, огромный, древний, бегал, жил, вымер. Так, четвертое, считался символом ледниковой эпохи. И пятое, гигант. Так, на этом спасибо. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Спасибо, до скорых встреч.